Я родился в ссылке в 1947 году в городе Бековаде, это где находится узбекский металлургический завод. И поразительная вещь. Наши старики тогда сделали исследование и доказали, что 47% высланных крымских татар, депортированных, умерло от холода, голода и всевозможных заболеваний. И даже боялись вызывать скорую помощь, поскольку если скорая помощь пришла, забирали в больницу, на следующий день говорили: такой-то гражданин умер, придите, заберите покойного. А почему во всем мире говорят о геноциде армян, о геноциде евреев? А разве мы не подверглись геноциду? Разве мы не являемся беженцами в начале 90-х годов из Узбекистана? Почему власть не может повернуться к своим гражданам Российской Федерации? Мы являемся гражданами Российской Федерации, нас высылали, наших родителей, как граждан Российской Федерации. И мы выпрашиваем, чтобы 18 мая, день депортации, день геноцида, чтобы нам разрешили прийти помолиться у этого камня, у железнодорожного вокзала, и нагонять столько работников правоохранительных органов. Это что, мы террористы? Глава Госсовета Крыма здесь был с депутатами Госсовета Крыма. Они говорили траурные слова, выражали соболезнования, возлагали возле этого памятного камня цветы. А почему в этом году никого нету и еще чуть ли не запрещение проведения этих мероприятий? На каком основании? Это траурный день. Родители попали в Марийскую ССР во время депортации 18 мая 1944 года. Это то место, село Пекиногур, когда собирали всю молодежь, начиная от 13 лет и выше, на лесоповал. Вот эта вот фотография символизирует о том, что люди собираются ехать на лесоповал, чтобы делать работы, валить лес, рубить сучья и дальнейшие каторжные работы. Я бы сказала так, наверное. Потому что люди жили в условиях, когда был комендантский час. Удаление от поселка, где жили люди, на 5 километров это каралось 25-летним осуждением и каторжными работами.